Доходная часть бюджета Сосногорского района увеличится в этом году более чем на 30 миллионов рублей. Такая информация была озвучена на очередном заседании районного совета. Как отметила начальник финансового управления Татьяна Кудрявцева, изменения затронут только этот год, но не плановый период 2021-2022 годов. В том числе получено 2 гранта в сумме 4 и 12 миллионов рублей. Первый грант в сумме 4 миллионов рублей направляется на ремонт здания Дома детского творчества. И второй грант в сумме 12 миллионов направляется на текущее содержание учреждений, на содержание муниципального имущества, а также для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений для исполнения судебных решений. Дотация на частичную компенсацию снижения поступлений в 2020 году в сумме 7 миллионов 163 тысяч рублей планируется направить на резерв для выплаты заработной платы. С 1 сентября возобновляются выплаты педагогическим работникам за классное руководство. На финансирование будет направлено 6,9 миллионов рублей из федерального бюджета. 300 тысяч рублей отдел культуры получит на реализацию народного проекта в области этнокультурного развития народов. Помимо вышеперечисленного, расходы бюджета будут увеличены на 200 тысяч рублей с одновременным увеличением дефицита на текущее содержание управления капитального строительства. Всего на заседании было рассмотрено 14 вопросов. Депутаты приняли решения, касающиеся изменений в муниципальных нормативных актах, а также имущественных отношений. Стоит отметить, что 46-е заседание стало последним для Совета Сосногорского района 5-го созыва. Благодарность за 5-летнюю плодотворную работу народным избранникам выразил глава муниципалитета Сергей Дегтяренко. Отмечу, что на протяжении всей работы Совета в его действиях прослеживалось четкое взаимопонимание. И это очень важно. Ведь главный результат работы депутатов – это развитие Сосногорского района. Подвели итоги работы Совета за 2015-2020 годы и сами народные избранники. Это были непростые 5 лет, но Совет работал, выполнял свою работу честно. Поэтому у меня большая благодарность всем депутатам за их ответственное отношение к своей работе. Ну и следующему Совету удачи на благо нашего района, удачи в работе, на благо нашего города. Я считаю, что этот состав отработал на твердую 5. Мы получили мало того, что отличные результаты по многим вопросам, получили огромный опыт и жизненный, и политический. Я, конечно, благодарна всем своим коллегам, депутатам. Мы отработали этот созыв, я думаю, очень плодотворно. Обсуждали все вопросы, делились своими мнениями, оказывали помощь друг другу. Ну и, в общем-то, я хочу сказать большое спасибо в части того, что будущему Совету, конечно же, я советую и как бы уже передавая им свой опыт депутатский, чтобы все решения они проводили в жизнь только на благо Сосногорского района. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 13 сентября состоялись многоуровневые выборы. Жителям региона предстояло выбрать главу республики и депутатов Государственного совета. Сосногорцы также выбирали депутата Госсовета по 10-му Ирайольскому избирательному округу и депутатов Советов Сосногорского района и городского поселения Сосногорск. Свои голоса внес в бюллетени и глава нашего района Сергей Дегтяренко. Мероприятие очень важное, выборы многоуровневые, выборы, пожалуй, наверное, самые сложные в истории Республики Коми, поэтому каждый гражданин должен сделать свой выбор, должен определить путь, по которому будет развиваться наш район, наша республика и наш город на ближайшие 5 лет. В единый день голосования жители Сосногорского района смогли выразить свою гражданскую позицию. Ведь от их выбора зависит многое. Мы ходим постоянно, наш гражданский долг, и мы хотим принять участие в жизни республики и оказать возможное содействие ее развитию. Это наш гражданский долг, и мы стараемся его выполнять всегда. И не только самим, надо еще приучать культуру голосования своим детям. Сегодня немножко мы не в полном составе, у нас ребенок делает уроки, а так мы всегда даже его берем на голосование, чтобы знал, как
происходят выборы. Будущее республики – это наше будущее каждой семьи, поэтому обязательно надо ходить голосовать. Соблюдены были и меры предосторожности для каждого жителя, входящего на избирательный участок. Измерение температуры тела, обработка рук антисептиками, а также каждому из пришедших вручали санитарный набор, в который входили маска, перчатки и индивидуальная ручка. Так что сосногорцы смогли сделать свой выбор спокойно, не переживая о риске заболеть. Да постоянно надо посещать. Выбор наш, выбор общий для всей страны, для города, для республики, для всего. Как 18 лет исполнилось каждый раз. Ну, если нахожусь на месте в городе по прописке, стараюсь постоянно. Только что прилетел с отпуска, сразу же сюда пошел. По информации Республиканского избиркома, предварительные итоги выборов таковы. На должность главы Республики Коми избран Владимир Уйба. По 10-му Ирайольскому округу победу одержал Николай Братенков. Среди партий лидерство принадлежит «Единой России». Также в региональном парламенте будут представлены КПРФ, ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Справедливая Россия». Отметим, что в Сосногорском районе прошли выборы в районный совет. Из 15 мандатов 6 принадлежат «Единой России». 3 забрали представители партии «Коммунисты России». Еще 2 у Коммунистической партии Российской Федерации. Кроме этого, 4 избранных депутата не принадлежат ни одной партии. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская кадетская школа обновила свой автопарк. В начале учебного года в образовательное учреждение поступила специализированная «Газель», предназначенная для перевозки детей. Стоит отметить, что накануне 1 сентября, благодаря поддержке региональных властей, транспорт для юных жителей Коми поступил практически во все муниципалитеты региона. Эта модель абсолютно соответствует всем современным ГОСТам, которые предъявляются именно школьным автобусам для перевозки школьников. Это и ремни безопасности, это система ГЛОНАСС, это же, конечно, проблесковый маячок, это экстренная связь с водителем, так называемая кнопка вызова. Поэтому все соответствует. Автономное питание и самое для нас главное – это автомобиль повышенной проходимости. В настоящее время в кадетской школе обучаются более 30 детей из поселков Керки, Вис и Малая Пера. Развести их по домам за один рейс, имеющийся в распоряжении образовательного учреждения ПАС, не мог, так как его вместимость 21 человек. Теперь эта проблема уже в прошлом. Поэтому, конечно же, это для нас очень существенно. Мы улучшим перевозку детей. Кроме этого, мы участвуем в соревнованиях. В частности, город Тухта – это лагерь имени Алексеева. Это присяга кадет в горничном колледже. Это фестиваль «Кадетская честь», который проводится на базе СОШ номер 18. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.